на ноги цепи, на руки цепи. Айсерут, полная рулетка. Я вышел, и мне вообще ничего не понятно. Девочки в конце объявили голодовку. И лучше выйти до того момента, когда будет 4-й суд. Ох, и интересное мероприятие предстоит. Едва-едва вернулись с Таха, можно сказать, с севера Калифорнии. Как время выдвигаться в Сан-Диего, на юг, самый-самый юг Калифорнии. Предстоит интересная поездочка, впервые на пикапе. Впервые так далеко на пикапе. Зачем я туда еду? Перевезти ребят, которые жили в Сан-Диего и решили переехать в Сакраменто. Зачем они решили переехать из такого хорошего города в Сакраменто? Чего, как? Я очень надеюсь, что получится с ними поболтать, и это будет, но я пока не знаю, каким будет это видео. Так вот, оно будет либо просто влог о поездке, либо влог и немножко интервью с ребятами. Так что я пока не знаю, а вы узнаете уже буквально через 30 секунд, что из этого получилось. Ну что, друзья, поехали с Богом, и обращение ко всем, кто живет в Сакраменто и в этих окрестностях. Мне очень интересно снимать небольшие мотивирующие истории для других людей из России. Как переехать, ну даже не то, как переехать, а как складывается здесь ваша новая жизнь. Поэтому, если вы не боитесь камеры и готовы чуть-чуть поболтать со мной, рассказать, как переехали вкратце, сколько денег потратили на это, инвестировали сколько денег в это, как обжились в Сакраменто, где живете, почем снимаете жилье, почем машина, как работаете, почем работаете. Мне все это интересно, и напишите мне, пожалуйста, если готовы дать мини-интервью. Выдвигаемся. Я в пути 4 часа, обстановка отличная, круизить на пикапчике просто великолепно по этим дорогам. Остановился один раз на заправку и перекусил буррито. Такос? Да, буррито, по-моему, да, небольшой буррито в Taco Bell. Класс. Но что плохо, то что заправки на трассе намного дороже, чем в Сакраменто. Ну, плюс ближе к Лос-Анджелесу дороже, но и на трассе прямо ощутимо дороже, чем в городе, чем в Сакраменто. Но в противовес этому зато очень шикарная сегодня погода, хотя бы это успокаивает. Солнышко, теплынь, вот я в водолазке и в жилетке, и у меня печка включена на самый холодный режим. Ну, то есть не кондиционер, но самые холодные воздушные потоки. Господи, тяжело что-то так формулировать мысли на русском языке становится. И очень нравится то, что дороги просто прекрасные. Не само качество асфальта, а то, как они сделаны. В частности, вот мы сейчас едем, встречную полосу вообще не видно. Встречные 2 полосы. То есть они просто где-то за холмами. Кайф. Что, до Лос-Анджелеса 180 миль. Продолжаем наш южный трип. Ух, скоро назревает преодоление вот этого большущего перевала перед Лос-Анджелесом. Посмотрим. Ну, должен трачок с V6 преодолеть его без проблем. Но чуть-чуть переживаю почему-то. Видите, да? Высоченные горы. Едем. Преодолели горы без проблем, но лос-анджелесский трафик вообще не нравится. Очень плотно, очень много машин, очень большие пробочки. Прям Москву напоминает. Ну, правда, все едет, а не стоит, но ужасно устаешь. Будет здорово, если кто-то научит меня в комментариях, как находить дешевый бензин. Возможно, для этого есть какое-то приложение или что-то такое. То есть, как находить заправку, где подешевле бензин, чем на всех остальных. И наблюдение, конечно, про дороги, про эти пробки. Классные дороги наделали в Америке, классные развязки. Но вот сейчас ситуация показывает, что все эти райские типа автомобильные условия, как и Варламов завещал, заставляют мир становиться автомобильным. Ну, в частности, американский мир, да, лос-анджелесский мир, если сейчас говорить более локально. И все равно всех этих супер широких дорог, всех этих монструозных развязок не хватает, чтобы в час пик обслужить весь этот трафик. И вот чего, на мой взгляд, очень не хватает от Америки, это чтобы они у Европы взяли опыт и у Москвы общественного транспорта и параллельно автомобилям сделали общественный транспорт. Потому что сейчас здесь получается, что ты либо стоишь в пробке с машиной, либо сидишь дома. Потому что общественный транспорт, ну, как бы нет.
Вот. А если бы сюда добавить еще общественный транспорт, европейский, московский, ну, был бы совсем удивительный мир. Девятичасовая поездочка обязательно должна завершиться типичной прогулочкой по городу, чтобы, если ты не можешь в нем даже провести выходные пока что, но хотя бы просто посмотреть его как пешеход, а не из окна машины. Welcome to San Diego. Друзья, Сан-Диего мне уже нравится. Вы только посмотрите, тут немножко уже попахивает Москвой, районом Патриарших прудов. Как вам пешеходная улочка? После Сакрамента вообще непривычно видеть такой движ. Хотя никакого движа нет, потому что сейчас только четверг, но даже сейчас это, по сравнению с Сакраменто, движ. Как вам именные лавочки, на которых ты можешь, если заплатишь, разместить свое имя? Лавочка Николая Барабанникова. Было бы неплохо, по-моему. Только оказавшись в Сан-Диего, Сан-Франциско или Лос-Анджелесе, понимая, что Сакраменто все-таки деревушка. Поскольку Сан-Диего это не только южный курорт, но еще и военно-морская база, прямо аки Севастополь. Но при этом здесь не так любят все запрещать и вешать таблички «Стратегический секретный объект». Так и получается, что здесь туристу будет на что посмотреть, куда позаходить, куда полазить. Будьте внимательны и осторожны. Пригородный электропоезд, сообщение Волхов-Строй, Санкт-Петербург. Прибывает на второй путь. Вы, возможно, не поверите, и я вас пойму, но это вокзал. Вокзал Санта-Фе. Это все очень интересно, потому что в России ты, во-первых, к ЖД вокзалу вот так просто не подойдешь, во-вторых, еще и поснимать его тем более не получится, потому что это же стратегический объект, транспортная безопасность и вот эти все дела. Я-то знаю, о чем говорю, я пробовал. ЖД вокзал. Ё-моё, ну и ну. Привет, друзья! С вами Ирина, Сергей и ваш верный слуга Всем Каюнечка. привет. Всем привет. Ребята переезжают из Сан-Диего в Сакраменто, столицу Калифорнии. Собственно, я им в этом помогаю. И вот я все-таки смог договориться на небольшое, маленькое интервью. Очень давно хотел. Кстати, друзья, обращение ко всем вам, кто сейчас смотрит. Если вы живете... Ну, не в Калифорнии, конечно, во всей, а в окрестностях Сакраменто, допустим, Сан-Франциско, ну и в частности Сакраменто, и тоже готовы поделиться какой-то немного своей историей, пожалуйста, напишите мне. Я хочу снимать небольшие подобные форматы, чтобы мотивировать тех людей, кто еще сюда не добрался, но кому надо. Так вот, мотивировать их на этот переезд, чтобы все мы оказывались в этой хорошей стране и уезжали от не очень хорошего режима той страны. Все, закончили про политику, давайте немного про историю ребят. Сергей, почему вы переезжаете из Сан-Диего в Сакраменто? Сан-Диего при этом, вот то, что он мне показался за этот неполный день, очень классный город. Зачем в Сакраменто? Ответ простой. Ну, то есть, Сакраменто славится своими судами, судьями. И, то есть, если ты туда переезжаешь, то, ну,
более лояльно к тебе относятся судьи, более проще там, насколько я знаю, получить права, более проще получить какие-то там, ну не знаю, поддержку, там, например, мы не получали в Сан-Диего никакой поддержки, ну то есть там какие-то там стемпы, там все такое, то есть вот, и просто, что больше поддержки Сакрамента и более все рассчитано на русскоговорящих людей и так далее. В Сан-Диего ты с этим сталкивался, пытался что-то сделать, у тебя не получилось? И ты вот такой, так, Сан-Диего меня расстроило. Вот об этом мы, кстати, даже с тобой лично не говорили. Я вот все ждал это на видос, это спросить. Надо подумать. То есть ты про Сакраменто тоже просто наслышан, как и я? Или ты и наслышан, но и столкнулся в Сан-Диего с какой-нибудь вознёй? Нет, скорее больше наслышан, чем с чем-то таким конкретным столкнулся. Потому что, ну, то есть права мы не пытались получать, допустим, но там известно, что там надо ССН, вот, и, ну, короче, много документов, там даже на сайте можно посмотреть, там типа дофига всего, у нас этого просто нету, вот, и про суды, понятно, в суд я еще не ходил, но, опять же, по рассказам адвокатов и всего такого, то есть всем известно, что можно носить форму 89-я, да, форма, вот, что ее можно носить по 5-6 раз, и они будут докапаться к каждой запятой ко всему и так далее. Ну, то есть не так, как в Сакраменто, когда ты можешь просто ее подать, и судьи сами говорят адвокатам, что пусть хотя бы какую-то подадут, даже если там вообще будет чтобы быстрее. Просто, да, чтобы просто началась движуха. Поэтому в Сан-Диего не очень так вот ко всему этому, потому что там Мексика, рядом много мексиканцев и так далее. Оно как-то настроено больше, так скажем, не для людей. Кстати, возможно, да, то, что мексов туда больше прет. Ну, так оно невозможно, оно так и есть. Более скрупулезно как-то отсеивают. Да, они их пытаются больше, это и так относятся ко всем, и поэтому... Ну смотри, то есть получается у тебя не было мастер суда даже еще, то есть ты у вообще меня в суде нет. не был. У нее было 4 вот. Но это в детеншене, сейчас да. мы к этому перейдем. У нас еще не было, у меня не было. Когда ты вышел? Вышел в 28 июня. Июнь, середина 22 лета, год. грубо говоря, середина лета 2022 года, и у него в Сан-Диего, он даже еще в суде толком не был. Я в Сакраменто, напоминаю, что мы перешли, ну, грубо говоря, в середине октября, и через 2 месяца, в декабре 2022, у нас уже прошел мастер-суд, и, ну, короче, все нормально, все завертелось. Так что, возможно, все-таки действительно в Сакраменто сейчас у ребят все намного быстрее завертится, да. и особенно в сравнении с тем, что в Сан-Диего даже не начало вертеться. То есть вот такая приколюха. Так, сейчас тогда я спрашиваю Ирину, каково было в детеншене, потому что ребята заезжали на машине, в отличие от нас. Это просто аплодисменты всем тем людям, кто заезжает на машине. Я не представляю, через что вы проходите, через что вы проходили, потому что я, хоть и был ко всему этому готов, начитан был про детеншн и про бордеры, мы были в одежде, подготовленной к детеншену, там, без веревок, с большими капюшонами, чтобы на глаза, чтобы спать можно было нормально в бордере, там, под лавочками, под этими, с постоянно включенным светом. Хоть я и был готов, но мы через это не проходили, слава богу. Но я почему на этом так заостряю внимание, потому что мы ходили на пешеходный мост перед Сан-Исидро, посмотреть, как выглядит И мы этот ходили. КПП. И мы оттуда просто ушли такие подавленные с супругой, с Полиной, потому что, ну, там, видимо, еще в этот день, когда мы были усиление, и это просто жесть. Ну, то есть я смотрю, и каково тем людям, которые сейчас на машинах по этим полосам едут, не зная, чего ожидать, развернут, не развернут, отберут машину, не отберут, запустят там, посадят в бордер, не посадят, куда там дальше увезут. Кругом еще менты заранее до подъезда к бордеру, к самому, да, то есть мы вот были на этом мосту, и уже под ним стояло Да, 2 патруля, и мы справа. такие, твою мать, типа... Это они тебя принимают, они они тебя, машину да. разворачивают и потом принимают там тебя. А там уже типа мексы у тебя забирают Да, машину. мекс Это или вот. машину забирают, или берут Ребята бабло. зашли на Сан-Исидро на машине. Получается, в июне же и зашли, да? Только Ирина осталась да. до сентября. Да, мы почти 19 сидеть. июня заехали. Каково было в детеншене девчонке? Первый вопрос. И второй, потихоньку перейди к тому... ну нет, я думал спросить, короче, каково выйти, но у тебя-то, получается, Сергей ждал. Да, тогда просто расскажи, вот каково было сидеть в детеншене, только вкратце, потому что и так все наслышаны, что в детеншене происходит. И меня вот интересует тогда, окей, второй вопрос. Как ты разобралась со всей системой детеншена, как в частности созваниваться с Сергеем? И какие были твои ощущения, когда ты узнала, что он вышел? И вот, то есть, как вот ты с ним созвонилась, поняла, что он вышел, и такая, блин, а я в детеншене. Ну и, соответственно, что было на мастер суда? Через это учиться. Ну, вначале Погромче.
Я не умею так громко Да ладно, говорить. подтянул, ничего страшного. Короче, в начале, когда с бордера нас повезли уже в Атай-Месу, в детеншн, я увидела в окне Сергея, поэтому так я и поняла, что он в этом детеншне. А я не видел ее. Вот. Нас оформили, у нас было там 4 человека, то есть у нас был комнатка бордер, наших девчонок увели, у нас была последняя группа 4 человека. Нас завели в юнит под карантином, там было от силы человек 40, по-моему. Вот, там нас держали некоторое время, у нас как бы был карантин, и нас начали по чуть-чуть выпускать, и каждый день была надежда, что кто-то выйдет, но кому-то не повезло, и мы там застряли. Как объясняли офицеры, это были просто lucky guys, ну, они пальцем в небо просто тыкали, так люди и выходили, в принципе. После этого мы там отсидели 2 недели, и потом нас перевели в A-юнит, это обычный юнит, там уже все вперемешку, это не карантин-зона. Вот, и уже на бордере нам дали первую бумажку, что у нас будет суды такого-то числа. Это как бы уже мастер-суд, слушание твое первое в детеншне. Вот, сидеть было там как бы вначале мне легко, потому что я думала, что я выйду. Для меня это был как санаторий вначале. Потом, когда ты сидишь там больше и больше, это начинает нагнетать. И особенно, когда людей не выпускают какое-то количество времени, там, например, 3 недели у тебя затишье. Ты сидишь и думаешь, что ты в каком-то чистилище между адом и раем, и типа ты не видишь зелени, ты видишь только, дай бог, небо, когда выходишь погулять, там такой вот квадратный Фотки ставишь потом. бетонный У нас есть фотки. загончик с кольцом. Со спутника. Вот, и было подавленное ощущение, много здоровья тратишь на это все, то есть пострадают зубы, волосы, ногти, если у кого-то гастрит или еще что-то, то еды будет Всё очень обострится, плохо. короче. Там еда. То есть еда было 3 приема пищи очень рано, там часа в 4, потом где-то в 12 и позже. То есть порции большие, желудок растягивается, медикал в принципе никакой. У нас там были эти прикольчики даже. It's okay. Что у нас там еще было? Помнишь, я тебе говорила? Сейчас не вспомню. Ты главное скажи, что... Ибупрофен сколько от всех сидела? болезней. Болит башка, понос, голова, все, пей ибупрофен. Больше, в принципе, ничего там и нет. Сколько дней сидела? Ровно 60 дней я отсидела вместе с бордером. Это был кошмар. А в бордере, кстати, сколько? 2,5. О, быстро совсем, Да. не 2 недели, ну хотя бы что-то. Да-да-да. В бордере же тяжелее, да? 3 борда, у меня опять детеншн. Были девочки, которые сидели до меня, то есть они заехали в мае, и они сидели там 2 недели у них, то есть один бордер, но уже условия были совершенно разные, то есть там в еде, там их вообще не кормили толком, у нас была вкусная еда, в принципе, на бордере. Да. У них были жесткие условия, над ними даже как-то офицеры издевались, они мне говорили пару раз. Позор. Вот, и у них там посложнее было. Поэтому с нами сидела там кореянка. Там, в общем, юнит был, это как сказать, Ну, смесь всяких. людей, у которых проблемы с Законом. законом в плане иммигрирования. Мгм. То есть, там, например, кто-то травку ввез через границу, Оу. его посадили Мгм. с нами, там носит зеленую форму, то есть голубая форма, это были вообще лайтовые такие формы, а там зеленые это похуже, там красные это вообще еще хуже, там бежевая это убийца. Бежевый В убийца. соседнем юните сидели такие. В соседних юнитах вообще страшные люди, они там по жестким законам сидели, у них там клетки такие в Ну, это прям середине. тюрьма. Да, Ага. тюрьма. Как связываться со мной и... Как вот ты, да, разобралась, как связываться, там инструкции есть какие-то? В общем, в Unity, как выглядел юнит, там стояли телефоны такие обычные с трубкой. На стене, типа, да, наверное? Ну, там Они такие, стойки были. как таксофоны висят или на стенках, Мгм. или на таких Вот. стойках. Там были диванчики, телевизоры, и офицер, который за нами наблюдает, да, ну и ванная там, все такое. В общем, раз в неделю тебе пополнялись звонки, то есть они были бесплатные, и, по-моему, 10 звонков по 10 минут. Ты набираешь обычный номер, если это американский, то, по-моему, 10 минут. Да, если ты звонишь на Россию, и у человека нет вайбера, а приходит на обычный телефон, то там 5 минут разговариваешь. Можно в просто- Viber, если есть надо Viber, на ставить Viber Viber. приходит звонок. И на Viber приходит звонок, и ты разговариваешь 10 минут. Также у нас были таблетки, это типа планшеты. В них можно видеосвязь было установить. Там было приложение, ты закидываешь туда бабло и разговариваешь. Но все понятно, то есть какие-то инструкции есть, как этим пользоваться, а то вот Как- ты такая сидишь.
когда ты сидишь там 2 месяца, ты только этим и живешь. У тебя больше ничего делать нечего. Ты просто ходишь к одному человеку и расспрашиваешь, а что этот Ай сказал, что этот, а тебе что сказали. Ну, Короче, то есть информация внутри передается. Внутри, да. То есть есть русскоязычное там сообщество, там есть какое-то испаноговорящее, там еще какое-то. Кто-то долго сидит, они уже все узнают, кто-то тебе Да. расскажет. Например, через если него. информация между русскими заканчивается, кто-то, тот, кто плюс-минус шпрехает Хоть как-то еле-еле. испанский, идет к испанкам, и там что-то у них спрашивает. Короче, все равно все так объединяются. Да. Ну, потому что в одной лодке. Ну, а ты что понимаешь. делать-то, ну тогда? А куда ты звонила Сергею? Ну, то есть, типа, вот в Мексике вы были с мексиканскими номерами. У нас не было Нет. мексиканских номеров. У нас только Мы последний... сначала связались, я связывался с поручителем и спросил, звонила ли ему она. Он сказал, что не звонила, и она потом ему тоже там звонила, да, кому-то? Как я вообще делала? Я сидела, когда в карантинном юните, я ему постоянно звонила каждый день на телефон, надеясь, что он ответит. Кому? Мгм. Поручителю? Поручителю. Сергею? Нет, мне? тебе звонила. Мгм. Но телефон Вот. был Да, он был недоступен. недоступен, и я думала, что ну, значит, сидит еще здесь. Мгм. Вот, а потом я решила поручителю позвонить, и он сказал, что да, он типа вышел. Просто так тайминг совпал, что я ему позвонила. Просто вся инфа была, мы не знаем номер телефона друг друга, Так мы вот. можем сидеть в соседних юнитах и не знать, что мы А вообще ты- там находится. Я вообще не знал, что она даже в этом детеншене, Нет. потому что я не видел. По сути, когда ты сидишь долго, ты можешь, у тебя есть кейс-менеджер, к которому ты обращаешься со всеми вопросами. Ты можешь выяснить, где сидит твой Мгм. муж, в каком штате, в каком детеншене. Ты можешь с ним созваниваться там, ну, час в неделю, можно просить, тебя будут соединять. Мгм. Вот. Да, там было. Но это уже другой телефон, это уже Я понял. кейс-менеджер. Как свидание получается. Ага. А ты как запомнила или куда-то записала номер поручителя и вообще Сергея, типа кому звонить? На А, руке, на футболке? Не, можно было листочек с собой занести. То есть, Тебе из бордера отдавали когда листочки. нас зарегистрировали в детеншене, уже в самом там переодевали нас, нам сказали, что можно выписать все номера прям Мгм. на блокнотик, там на листочек, куда хочешь, и все. Просто с собой унести. Мгм. И А потом то звонишь. я начитан был, что в то время, когда я готовился к переходу, что иногда не давали листочки, и типа люди на руку Ну это писали. раньше так писали и все. Ты видел даже в этом, ты в бордере был? А, Да, нет. но мы наверху были просто, где оформляют. А, под лавками не был. Там просто в бордере даже под лавками надписи есть. То есть у тебя с собой ничего нет, но надписи в бордере под лавками есть. Типа, ты здесь, а я в ЛА. Такие Да, надписи блин. воодушевляющие. Вот. И, короче, получается так, она мне звонит на старый российский номер, потому что к нему привязан Viber. То есть у меня симки вообще нет американской, никакой рабочей нет симки. Она звонит на мой номер, который в Viber. Если у тебя на телефоне стоит Viber, есть интернет, то звонок приходит на Viber. Мгм. Да, Вот. понятно, ну естественно, потому что Viber-то у тебя остался на Мгм, телефоне, мгм. он будет И работать он там только с привязан к тому Wi-Fi. номеру, да. И по сути на Wi-Fi приходит звонок. Вот, так что можно так пользоваться. То есть знать заранее, что надо поставить Viber, а для видеозвонков там была другая приложуха, которую она тоже может отправить запрос, она приходит тебе на почту, ты регистрируешься в сервисе, но это платные звонки, если с видео. А, чтобы пополнять, Да. ты должен там ей пополнить, грубо говоря. есть Она сама... можно... Комиссарий. Есть комиссарий, это когда это как переводится, типа военный магазинчик, я не знаю, почему так переводится. Когда ты приходишь переодеваться, не все вот это оформляться, твой кэш закидывают на баланс, они его типа в конверт закрывают и в сейф кладут. Но это закидывается на твой баланс, ты когда приходишь в юнит, у тебя дается ID, там, короче, логин, пароль, ты заходишь, у тебя там твои бабки лежат. И можешь заказывать. И можешь заказывать звонки. Все, которые ты завез Да, деньги, которые у грубо тебя говоря. были, да. Вот, и, по-моему, разговор стоит по видеосвязи $10 за 2 часа. Мгм. Где-то так было, 2,5 часа, может, $10. Так, а что было на мастер, ну, типа мастеры, да, все-таки Мгм. это были, Все типа мастер... мастеры были, какая разница. Ну, вообще не важно, как они называются, просто суть в том, что тебя там судят, и в конце, если ты не успеешь выйти, тебя поставят депорт. Депорт, да. Это типа не сказки, просто тебе нужно выбираться как можно быстрее туда. Поэтому Да. ищите заранее поручителя здесь, который с документами, с работой, со всеми делами, который может вам отправить в детеншн документы ваши, и, ну, то есть предоставить свои документы, там, грин-карту, выписки с работы, что он зарабатывает и так далее. То есть, Это важно. да, Это не просто поручитель, это да, спонсорский это, именно да, пакет. это именно спонсор, да, это не тот, который поручитель, который просто за вас позвонят и все. Вот, такому поручителю ничего не надо, а вот именно спонсор, под чьи документы вас выпустят, вот он вам нужен. То есть, если вы попали в детеншн, с первого дня, если у вас кто-то есть на свободе, или вы можете как-то найти,
через того поручителя или как угодно. Любым способом ищите поручителя, который Поручителя, спонсор, спонсора, да, который сможет за вас прислать документы в детеншн, они их рассматривают и после этого выпускают. У нас было 2 спонсора, один как раз дядя Вова из Сакрамента, которого все знают. Но уже его не берут. Да, это уже легендарный человек. Но его документы не взял ее айс-офицер, и поэтому нам пришлось искать еще, то есть мне пришлось искать еще одного человека, который отправил эти документы, заверенные у нотариуса. Это тоже важная фигня. Не всегда берут незаверенные у нотариуса документы. И вот нам пришлось заверить у нотариуса, и тогда отправили документы, и тогда они подошли. Короче, приключения были. Ну, про дядю Вову, да, в сакраментовских чатах, по-моему, в ноябре уже начали писать, что кто-то из детеншена вышел, также дядя Вова, у него был поручитель-спонсор, но айс-офицер сказал: не, сори, чувак, типа этот дяденька уже поручился за такое количество людей, что мы уже не можем его вот брать. Ее уже в сентябре. Короче, вот И вот его Аврины это в сентябре было. У моего айс-офицера было 5 девочек в моем юните. Вот, мне он отказал. Одно одобрил, и еще, по-моему, кому-то отказал, я не помню. И у них у всех почти был дядя Вова. Да. То есть это рандомно работает. Ей не подтвердили дядю Вову, а другую выпустили. Но, тем не менее, звоночек-то уже как бы что. Ну Проблема просто, видишь, еще было то, что у нас девочки в конце объявили голодовку, да. потому что на подсчете идет 3-й месяц, а эти аси вообще ничего не делают. И они решили привлечь внимание и пойти на голодовку. И тогда дядю Вову начали рассматривать даже хоть что-то. Если у тебя вообще никаких документов нет, ты там хоть изголодаешься, хоть сдохнешь, они тебя будут откачивать, они тебя не выпустят. Просто они зашевелились и начали русских всех выпускать. До этого было вообще тихо, вообще затишье. Я вот зашла последняя и вышла предпоследняя. Все русские просто так вышли, а я после последнего там до талого сидела. Да, самое долгое. А переводчики при этом были? При общении с айсом, да. на мастер-слушании? Всегда есть интерпретеры в телефонах, то есть, но проблема в том, что когда ты с глазу на глаз разговариваешь с официальным или с кейс-менеджером, всегда по-другому к тебе отношение, чем нежели с интерпретером. В какую сторону? В лучшее ты можешь как-то договориться, что-то попросить, там всегда в плюсы какие-то, когда ты с глаз на глаз говоришь. Там, даже С переводчиком, конечно, он не будет, потому это что ж все официально фиксируется. всё. Переводчик имеется в виду не в телефоне такой, а по телефону человеку звонят, айс звонит под человеку, тот отвечает, и потом вам через телефон переводит одному и другому. То есть, если немножко английский знаешь, то все-таки можно попытаться что-то хоть как-то пообщаться, попросить в свою сторону, если совсем трындец. И все-таки это чуть-чуть недоосветили эту тему мастера слушания. Что тебе вообще говорили? Ну, то есть, как тебя на него вызвали, что сказали и, ну, типа, вообще, да, что происходило? Ты сидишь, тебе приходит бумажка о том, что у тебя суд такого-то числа. Потом за тобой в это время приходят, ты сам собираешься, одеваешь форму, там абы как нельзя прийти, приходишь в форме, ждешь судью, там такой же зал, такие скамейки. Там же деревянные. прямо? Да, Ну, в этом в здании. детеншене, да. И прям судья туда приходит в Конечно, мантии? да. Вау. Там Фух. Джастис что-то там на стене висит, вот эти скамейки, ты приходишь, ты там трясет, типа, где я, боже, ты там от силы 2 недели в Америке в тюрьме, тебя уже на суд ведут. Я такой, блин, он тебе говорит. Я даже не помню, что говорилось, но, по-моему, на первом зачитывают твои права. И в каком ты вообще статусе, типа, что Почему как? ты здесь оказался, потому что ты нелегально пересек границу, ты хоть через дверь, хоть через окно, разницы нет, все равно нелегально, потому что у тебя не было документов, которые разрешают тебе въезд. Вот, и он как бы это ознакомительно, а дальше он говорит, у тебя второе слушание будет такого-то числа. То есть он даже не спрашивает, хотите ли вы принести или нет. Он автоматом такую уже мерзопечатную бумажку дает, потому что мы приносим слушание, и он требует от меня уже форму. Ты приходишь на второе слушание, говоришь, форма не готова. 589? Да. Форма не готова, все такое. Он такой, ну ладно, даю тебе еще время, там 3-й суд. Также ты опять ее не подготавливаешь, тянешь как больше, приходишь, говоришь, я не готов. Он такой, ну хорошо, это последний раз, когда я даю вам отсрочку. И на 4-й суд, это уже 2 месяца прошло, к 4-му суду я должна была подать форму. Форма мне не пришла по почте, мне ее все Да, мы сделали форму, заполнили форму, распечатали, отвезли лично с человеком на машине в детеншн, передали офицерам, прям заходили пешком в приемную к ним, у них там ворота двойные, маски там, короче, все такое. Мы зашли, отдали фотки и документы, и ей не передали в детеншене, то есть вот так.
Она И потом нам потерялась. пришлось еще раз, короче, распечатать все это и отправлять по почте. И потом оно вроде как... Да, дошло, да? Или оно дошло уже, когда ее выпустили? Да, меня за 2 дня до суда выпустили. Я думала, я там в конце отброшу. У меня почта не идет, эту форму потеряли. Пипец. Она была у офицера, он мне сказал, я ее получил, мне нужно проверить ее, нет ли там ничего запрещенного внутри, я тебе принесу. Прошло 3 недели, никто мне ничего не принес. Мгм. Скажи, а ты спрашивала судью, во-первых, почему он требует заполнить 589-ю форму сейчас, если по закону у тебя на это есть год? Второй момент. Спрашивала ли ты у судьи, ну с переводчиком же ты же, да, там? Конечно. То есть, типа, почему тебя не выпускают и как ты это можешь делать без адвоката? То есть, типа, ну вот тебя тут, грубо говоря, вызвали в Зал суда. да, в зал суда, просят от тебя что-то, а ты такой, так, стоп, я ничего не понимаю, типа, мне нужен адвокат на воле и тому подобное, то есть вот что-нибудь такое. И третий вопрос, который, как мне кажется, я бы вот начал задавать, ну, типа, заявитель муж, Мгм. а не я, типа, как я могу его заполнить, типа, сконтачьте меня с мужем или, ну, вот как-то что-то такое. Пыталась? Суть в том, конечно, пыталась, все это пытаются, суть в том, что там вообще полный рандом во всей этой системе, и плюс, мне кажется, они хотят тебя задавить. Ты приходишь, и он требует у тебя форму, ты говоришь, у меня нет адвоката, он, конечно же, просит адвоката, если вы не придете на суд без адвоката, вы будете защищать себя сами, просит форму, как мне сказала программа, которая есть в детеншене, которая помогает заполнять эту форму, если у тебя нет адвоката, там хоть это есть. Они Там сказали, есть люди, которые приходят, объясняют, как заполнить форму и все такое, но вот. никто не говорит тебе, что ты не должен эту форму подать. И как они мне сказали, если судья просит принести брать нам эту форму, типа на этот суд, то значит так и надо. То есть он имеет право ускорить этот процесс, как мне сказали, и пофиг, что там закон до года. То есть если он просит, нужно слушаться, повиноваться и приносить, потому что это судья. И лучше выйти до того момента, когда будет 4-й суд, потому что ты на него уже точно обязан, ну, то есть принести, по-другому никак. Судья у нас был не из самых хороших, о котором плохо отзываются. Также у девочек, у которых был суд, у них были промежутки больше между судами, то есть время для тянучки у них было больше, а у меня это все было быстро, я думала, мне капец там. Мгм. Вот, что еще ты спрашивал про... Да нет, ну, в принципе, тут все понятно, что на тебя давят, и ты-то особо ничего сделать не можешь. Как выйти? Ты спросил, почему его выпустили, а меня нет, потому что мы не вместе, и мы считаемся как отдельными заявителями. Без ребенка, потому что. Да. На бордере ты записываешь, что ты женат, но в итоге никто твои документы не проверяет. И почему я и думал, что ее выпустят после меня сразу, потому что вроде мы как писали, что мы женаты и так далее, что официально типа есть. Но в итоге это никак не действует, и вот и все. Это не работает, и они говорят, нам все равно, что заявитель не ты, у тебя лично, у тебя должно быть преследование, Тоже, да. и все в этом духе. То есть ты приходишь на суд, и они с тебя спрашивают. На втором суде будут спрашивать, какую страну для депортации ты бы хотела бы выбрать. Ты говоришь Россия, в принципе, я не знаю, ну мне так сказали говорить, в принципе, в этой программе, и все остальные мне говорили, как говорить, что выбирайте по России. Потому что туда нельзя депортировать, страну, в куда? страну, откуда ты приехал. Ну да, в тоже. принципе. И куда нельзя депортнуть тебя, Что говоришь, да, что куда щас тебя не не отправят. депортнут, и вроде как тоже, если что, потянешь время. Но в любом случае, что, про это THBK, я в основном в THBK чате сидел, там про это тоже предупреждали, что если вы будете без спонсорского пакета документов в детеншене, то могут возникнуть трудности. Ну, вот такие трудности. Но, по сути, опять же, с их стороны все понятно. То есть, как бы, ты заполни 589-ю форму, а дальше уже посмотрим, как все пойдет. Интересно, кстати, что бы было, если бы ты ее заполнил. То есть, стали бы они держать тебя там и проводить суд Да. дальше. Да. А вот это уже проблема, потому что, ну, типа, все... У нас была девочка в Юнити, которая по-серьезки решила судиться в детеншене. У нее был адвокат, она заполнила форму, она подала ее еще на втором слушании, и у нее, как бы ее адвокат просил поближе назначать слушание, но вроде бы этот судья, он им как бы все равно было, он назначил ей 2 суда, почти ей выходить, а у нее первый суд, ей будут зачитывать все ее обвинения против нее, а вот следующий суд прям реальное основное слушание, но ее выпускают тоже за несколько дней до этого. Она хотела пойти, но у нее ничего не вышло, она была злая, то, что ее не зовут, она наоборот туда рвалась, потому что если ты
выигрываешь в детеншене, Всё это быстро очень очень. сложно. Но грин-карту получаешь. Да. Вот, она хотела с этим расквитаться по-быстрому и выйти. Мы все на нее как такие смотрели, блин, это же очень сложно. Это почти нереально, я думаю. Были люди на самом деле, когда я ее пытался вытащить оттуда, были люди, которые писали и знали других людей, которые выигрывали суд сами в детеншене. Даже если они не были заявителем, то они все равно выигрывали. Типа были такие случаи, мне несколько человек писало, говорит, не парьтесь, говорит, даже если она сама пойдет, если реально есть доказательства, можно их предъявить потом от другого человека, доказать, что вы муж и жена, и в итоге все равно один выиграет, кто-то из вас, и все равно будете оба А как выигрыши. доказательства-то туда принести? Ну, отправить почтой, например, Кстати, и так далее. пометка такая, что касается от АМС, именно детеншена, там работает только голубиная почта, электронный там не существует, Вот, ты я все про вот это. Фидексом и этим всем отправляешь там, нет, даже не Фидексом, а обычно USPS. USPS просто USPS, да. американская почта. Фидекс не кладет в ящик, Да. Фидекс дает курьерской службы, и у тебя все назад идет. Когда Так ты что- приходишь в FedEx, они говорят, что мы не гарантируем, что будет доставлено, потому что там PO Box, ну, в общем, до востребования, типа ящик, ну, пока они сами не вытащат, поэтому они ничего не могут, а USPS, оно как раз нормально отправляет, и с этим нет проблем. И то, что у тебя есть планшет в детеншене, ты не можешь с него не писать ни на почту, не выйти в браузер, то есть у тебя нет доступа ко всему вот этому, у тебя есть интернет, который там есть, но у тебя в планшете ограничены функции, и я занимаюсь компьютерами, я не смог выйти ни через какие там типа задние двери и так далее, но я хорошо разбираюсь конечно, в андроиде хорошо разбираюсь и давно занимаюсь ремонтом телефонов и так далее, но нет задней двери, через которую ты можешь каким-то образом хоть как-то выйти в интернет. Я пытался, честно. IT-столица мира, Калифорния, грубо говоря, Да-да-да. сделали, чтобы, сидя в детеншене, ты не Всё- смог ничего там выйти никуда, всё куда не надо с вырезано. планшета. Так, скажи, Сергей, вот ты вышел через 5 дней, то есть на 55 дней раньше супруги, Мгм. каково было ожидание вот это, то есть ты типа не знаешь, когда ее выпустят, как чего, и как быстро Когда ты ты нашел вы- работу, как... Когда ты выходишь, ну, во-первых, она меня хотя бы видела в детеншене. Я ее не видел, что я даже не знал, что она в этом Даже же не знал, что детеншене. она тут. Да. Я вышел, и мне вообще ничего не понятно. Первое, что я знаю, это, опять же, сайт по проверке того, Мгм. где ты можешь По проверить, A-number где или по человек. паспорту, Да, да. да, да. A-номера у меня тоже нет, потому что паспорту, у меня просто с по ней нет паспорту. связи. Нету A-номера. Ты вписываешь просто данные ее, потому что, ну, я же знаю, кто она. Да, имя, фамилия. Да, имя, фамилия, дата рождения, все дела заполняешь, тебе показывает номер такой, такой-то человек находится в таком-то месте. То есть вы сразу можете узнать, где ваш второй человек, даже если вы не виделись. Вот. Дальше ты начинаешь пытаться понять какую-то зависимость, как ее оттуда вытащить, что нужно сделать и так далее. И то есть это ожидание, это просто, не знаю, как это объяснить. Ты просто постоянно пытаешься что-то сделать, чтобы ее быстрее выпустили, и все. Всеми способами. А они такие сидят, еще потянем, еще, что-то мы такие бизи, ой, там праздники, выходные, домой, короче, пусть сами Возможно, сидят там. если сейчас есть такая ситуация, если вы едете один, то или у вас есть какие-то родственники в другой стороне, которые могут за вас искать поручителя здесь, спонсора, который сможет документы отправить, то лучше договаривайтесь с кем-то из своей стороны, например, чтобы он потом искал в Фейсбуке или где угодно человека, который сможет помочь с документами, со спонсорскими. Если вы вдвоем выходите и есть такая ситуация, как у нас, что один может выйти, то ищите тоже тот, кто выйдет, сразу ищите спонсора и пусть отправляет документы, заверенные у нотариуса. Заверяется все прям на той же почте, по-моему, там все. Но при этом там тебе сказали, что нужен спонсорский пакет, или про то, что нужен спонсорский пакет, ты узнал где-то и такой, так, я попробую это сделать. Да, вот так и сделал, было, да. Да, и ты, вот Ирина ты здесь. изначально вообще не знаешь, ты начинаешь писать всем адвокатам, спрашивать, некоторые адвокаты тебе врут, то есть они рассказывают, ё-моё, у тебя там мастер в суд, у нее сейчас детеншн, ее прямо сейчас там депортируют, и все, они тебе не рассказывают, что мастер в суд он ознакомительный, то есть что в мастер в суд даже я сейчас, если пойду вообще без документов, без ничего, вот как ты ходил на первый суд, то есть тебя никто не выгонит и ничего нету, это просто ознакомительный, узнать, кто ты, Да. что ты тут делаешь, будешь ли ты подавать форму и так далее. То есть они ознакомливаются. Но есть такие адвокаты или помощники адвокатов, там хрен пойми кто это, которые тебя запугивают, они прям тебе давят на мозги. То есть
если ты завтра не пойдешь с деньгами и туда, и тебе бонт, тебе 10 тысяч, 20 тысяч, ты должен заплатить. Если ты к нам не обратишься, тебе конец, она сейчас уедет. Ну, короче, запугивают тебя так, чтобы ты обратился в эту контору и начал с ними работать, якобы они тебе будут помогать. На самом деле, адвокат, я не думаю, что там может помочь и как-то тебя выпустить, на самом деле. Вот. То есть спонсорские документы. Правительству нужно знать, что ты выйдешь куда-то и не станешь бомжом сразу же. Вот для этого они все и делают. Возможно, из-за какого-то возраста как-то варьируется. То есть я более старше, она более молодая. Но это не факт. Все вот эти догадки наши, да, это рулетка, никто не знает. Так же, как с документами дяди Вовы, за что ему огромное спасибо. То есть это просто, я не знаю, как он столько всего отправляет. Разным людям отправляют документы, одного выпускают, другого нет. Короче, рандом полный. Ты с бордера, когда заезжаешь, у тебя полный рандом, ты ничего не понимаешь. В бордере вызывают людей, постепенно там берут ДНК-тест, вызывают на документы и все такое. Я сижу 3 дня, меня никуда не вызывают, и когда меня уже вызвали, там пацаны уже хлопать начали, типа, наконец-то, потому что, типа, никуда. И их уже всех вызывали, у них уже документы, им там дали даты каких-то судов первых, там, и там встреч и так далее. У меня ничего нет, я 3 дня сижу, короче, мне заходят вечером, делают этот мазок, вызывают на запись документов, там, типа, позвонить поручителю, все такое, и утром уже этой ночью меня увозят в детеншн, все. Да, в кандалах, кстати. Вот, да, Кто вам не рассказывал, тебе вешают на ноги цепи, на руки цепи, руки прикованы к поясу, к цепи, и ты несешь свои сумки еще, и так тебя везут в детеншн, и из детеншена, когда выпускают на автобусе с решетками, и потом снимают все это, welcome to America, и ты выходишь с автобуса. Ну, это чисто формально, но с девчонки такие, да, на их прицепили, они такие, сейчас, подождите. Прицепили так Не, ну у крепко. меня не снималось ничего, невозможно было. К девочкам попроще. Короче, суть в том, что все, что касается Атаймесы, айсы врут, полная рулетка, как только ты переступаешь порог детеншена, сразу отправляешь спонсорские документы. То есть ты подходишь к стене, смотришь по своему ID, кто у тебя офицер, и прям сразу USPS отправляй все документы. Ну, не сам, а то есть просишь кого-то, потому что Ну ты-то да. там, по сути, ничего Мы не просто можешь. знаем, мне люди многие писали, потому что я тоже активный там и везде пишу и все такое. То есть спрашивали, мне писали люди, и там у меня, допустим, там внук, племянник, сын, дядя, тетя сидит уже, 2 месяца, и его не отпускают. Я говорю, вы документы отправили? Они, нет, какие документы? Я говорю, Мы не знаем, да, нам никто не спонсорские, сказал. да, говорю, спонсорские. Они ничего не знаем. Я им даю дядю Вову того же, говорю, вот попробуйте написать, спросите. Они ему пишут, он говорит, сейчас не могу. Они говорят, он нам отказал. Я говорю, а дальше что вы сидите-то? Ну, надо пробовать дальше, Еще через конечно. 2 недели у них спрашивают, он говорит, он нам отказал, типа, и все. А другого почему не ищете? Ну так парень у них там и сидел, я в итоге не знаю, выпустили или нет, просто у меня с ними связь потерялась, они там то ли удалили чат, то ли не знаю, короче. Но фишка в том, что типа люди не пытаются решать, даже когда им говоришь, они, потому что информации конкретной нет, и даже когда ты им говоришь решение, они все равно за это не хватаются, потому что не понимают, это решение на самом деле или нет. Ну, ты, получается, потом в итоге вместо дяди Вовы просто в Фейсбуке нашел? Да, я познакомился с парнем, с Андреем, офигенный человек, он уже тут давно живет, 8 лет, он недавно переехал в Сан-Диего, мы с ним встретились, он мне там сильно помог и с едой тоже совсем, потому что на первых порах у нас вообще денег не было. Вот, и он помог и с едой, и потом увидел мой пост, я ему не писал, потому что я не знал, что он будет за это впрягаться вообще. Вот, и он сам увидел пост, говорит, типа, Серега, да я могу, в общем, не проблема. И я все равно еще поискал в Фейсбуке, никого не нашел, говорю, но у меня больше нет вариантов, только ты тогда. И вот тогда он согласился, типа, и мы с ним все сделали. И он мне помог 2 раза распечатать документы, он мне помог, мы съездили 1 раз с ним в детеншн, он сам со мной сходил в сам детеншн, говорит, ё-моё, куда мы идем за решетку, сами в тюрьму идем, короче. Вот. Ходили, относили документы, да, реально отдали офицеру документы, распечатанные с фотками, вручную отдали, и они ей не передали их, короче, вот такие дела. Хорошо, что в итоге все, слава Ну богу, да, сработало, ну потому да. что не хотел бы я сейчас стоять тут и спрашивать историю, что было после 4-го суда, и сколько это времени прошло. Но тут, я думаю, надо подметить то, что Facebook и всевозможные чаты русских комьюнити в Америке, они все-таки работают. И я тоже не раз уже сталкивался, что ребята, кто-нибудь 1 раз попытались написать, не получили фидбэк, или там ничего не нашли, и тоже пишут, типа, как найти там поручителя, или даже до смешного доходит, про бесплатную мебель. То есть вот я выпустил видео про квартиру, я там уже обильно говорил, прям показывал, как мы за диваном ездили.
И мне там ребята после этого просмотра там пишут, а вот я также попытался сделать, я ничего не нашел. Типа, я говорю, сколько ты времени искал? Ну, типа, 2 дня вечером посидел. Я говорю, так мы сидели неделю, по 3 раза, по 4 раза в день. У меня супруга заходила утром, в полдень, там, чуть-чуть после обеда, вечером, постоянно мониторила, надо постоянно смотреть. И это, вот как бы сейчас смешно не было, это я вам только про мебель привожу пример. С поручителями, со спонсорами, с жильем, это еще более сложная тема, но ее тем более еще щепетильнее и настойчивее надо искать. То есть, если вы, грубо говоря, попали в такой момент, что, например, сейчас ничего не сдается, или сейчас, ну, допустим, я не знаю, все ребята, которые могли бы быть поручителями, условно говоря, уехали на Тахо, допустим, ты там ищешь 30 декабря какого-нибудь себе поручителя, да, ну, или там в какой-нибудь другой праздник, ну, есть возможность, что именно сейчас все куда-нибудь там уехали или сейчас работают, но надо продолжать пытаться искать, а не так, что я написал один раз в группу Сакраменто и поручителя не нашел, типа, что мне делать? Так я тоже не сразу нашел, я думаю, ты же не одно сообщение явно написал. Конечно. Ну, то есть как-то... Недели. Недели, и плюс, ну, немаловажный момент, как вы пишете сообщение. Я не скажу, что есть какой-то секрет, волшебная таблетка, как написать сообщение, но периодически такие сообщения, какие я вижу в нашем сакраментовском чате о поиске поручителя, от закрытого аккаунта, без фотографий, там просто, знаете, сообщение: у меня супруга в детеншене, ищу поручителя. Я писал текст, рассказывал, типа, кто я, что я, сколько я там чего был, и фотку нашу совместную прикладывал. То есть ее можно сейчас найти, и, типа, видно, кто мы, и что вот она рядом со мной, и что, типа, мы живые люди. Ну, вот. Себя надо поставить на место человека, то есть вот... Который будет смотреть. Плюс надо понимать, что эти люди, почти все люди, у которых ты ищешь помощи, они здесь работают. Они здесь уже живут и уже работают. Я вообще не представляю, почему эти люди сидят. Вот мой поручитель, дядька там за 50 плюс лет, у которого несколько бизнесов, у него все великолепно, прекрасный. Геннадий, спасибо вам большое. Я не понимаю, почему он сидит в этих группах и ищет такие сообщения, как я, которые люди пишут в поисках поручителя, откликается на них, потому что вот у меня сейчас намного меньше работы, чем у него, и у меня не хватает времени, чтобы сидеть в этих чатах, искать, кому помочь. Ну, то есть вот я Сергея увидел, не ты же меня нашел, я же... Ты написал сам. Я написал ему сам, потому что мне супруга скинула, что вот смотри, ребята ищут помощи, им никто не помогает, видимо, посту уже было несколько дней. Да, я везде раскидывал, по сути, никто не откликнулся только ты, и то ты просто написал там про цену, все такое. То есть не было конкретно человека, который говорит, я сейчас это, ну, то есть там муверы только, которые там от 1200 до 3500, это невозможно просто вообще. Вот, я к тому, что я случайно, то есть Полина случайно зашла, посмотрела и увидела сообщение Сергея. Но вот я именно про то, что надо постоянно, возможно, долбить там раз в неделю, несколько раз в неделю, потому что, ну, а вот мы пропустили бы его сообщение, мы бы сейчас не стояли здесь, не записывали видео, хотя я типа мог помочь, но я просто пропустил, потому что у меня много работы было, но, слава богу, Полина сидела, так что немножко настырнее надо быть в этом моменте. Самый главный вывод из всей вот этой штуки, то есть мы ехали, у нас путь был непростой, мы ехали полгода до Америки, и самое главное правило, которое за весь путь, единственное правило, стучитесь во все двери. Просто какая-то откроется, типа, в любом случае. То есть, чем ты больше будешь идти по домам, просто идешь по улице, стучишь в дом, по-любому, если я сейчас пройду по вот этой улице, меня в какой-то дом пустят и покормят. 100%, я вам говорю. То есть, неважно вообще. Мы точно так же в Армении искали жилье, мы просто шли по домам, по всем этажам, подъездам, звонили в звонки, спрашивали, есть ли где-то жилье, может, кто-то знает и так далее. Точно так же в Фейсбуке ничего не меняется. Чем больше вы дверей позвонили, постучали, спросили, тем, скорее всего, вы попадаете на открытую, которая говорит, о, окей, это то, что мне нужно, типа. Все. Ответ. Так что, вот, надеюсь, кому-то это поможет, кого-то это немного замотивирует. Пусть даже история у ребят не очень простая. Мы в Америке, все отлично. Мы в Америке, мы в LA. Мы сейчас в LA на передышке небольшой между Сан-Диего и Сакраменто. Сейчас поедем, заправимся и поедем дальше. Все отлично, посмотрите на настрой ребят, посмотрите на мой настрой, который здесь всего лишь, грубо говоря, 3 месяца в Америке, у которого еще нет толком работы, все так себе, но, блин, тут, ребят, очень хорошо. И на самом деле, как бы где-то вы не столкнулись с какими-нибудь трудностями, ну, то есть, вот, например, как Ирина в детеншене где-то немного посидела, в целом ребята в Сан-Диего в плане суда ни к чему пока не пришли, пусть какие-то мелкие трудности есть, но в целом здесь все решаемо, страна, видно по мелочам, по всяким, видно, что страна очень открыта к мигрантам, возможно, где-то вся эта система скрипит, потому что она огромная, страна больше России намного, по численности населения, по всяким структурам,
к иммигрантам. Но она старается. Она реально очень старается и, ну, по сути, блин. CBP One предложение CBP тоже One сделали. сейчас приложение, да, внезапно просто хопа и реально открыли границу. Ну, не то, что прям открыли, нужно иметь кейс. Мгм. То есть просто так не надо сюда Но валить. все равно. Но видно, все равно что движение, да. хопа, и, грубо говоря, с мая того года нам обещали ускоренные программы и тому Ну, подобное, но вот, уж тем не недалеко менее, сделали. Так что все, ребята, спасибо вам большое за просмотр. Пожелаем удачи Сергею и Ирине с адаптацией и обживанием в Сакраменто. Надеюсь, через какое-то время, как они там адаптируются, найдут работу и тому подобное, снимем еще какое-то видео, как куда заселились и тому подобное, если получится. Мгм. Ставьте лайки. Да, Всем счастливо. да. Обязательно лайки ставьте. Пока. Интересно, как живется в этих домах, потому что, смотрите, с виду все классно, красиво. Здесь парк, и я не сомневаюсь, что классно и клево. Но вот под этими домами, смотрите. А под этими домами линия метро проходит. Интересно, какая там вибрация и шум.